по системе водоснабжения промывка сетей по плану полностью проведена. На сегодня надо сказать, что внутриквартальные сети, которые принадлежат транспортировщикам, часть там какая-то промывка идет, мелкие ремонтные работы, но по водоканалу полностью промыты. Значит, справки все получены, анализы у нас все хорошие. Кстати, надо сказать, что мы в этом году получили аккредитацию, федеральную аккредитацию нашей лаборатории. То есть наша лаборатория теперь может выполнять работы по проведению анализов воды, стоков разных. По водозаборной станции у нас также все регламентные работы проведены. На водозаборной станции мы купили в этом году насосы, которые мы намерены по импортозамещению заменить тех марок, которые производятся в Европе. И сегодня у нас уже эти насосы установлены, работают. И по итогам где-то работы через полгода мы уже примем решение, какие насосы мы будем менять уже на те, которые производятся в России или в дружественных странах. Вот в этом году установили насосы российского производства белгородские. У нас водопроводные колодцы заменены также на 100%, в плане было 10 единиц. Ну, по водоузлам, их у нас 8 водоузлов, и по всем водоузлам тоже регламентные работы проведены. По системе канализования у нас работы проведены на 81% на сегодняшний дату. Они продолжаются. По плану мы должны завершить эти работы к началу октября. То есть у нас еще один месяц в течение сентября. Это промывка второго коллектора ежегодная. Мы должны завершить. Сегодня мы промыли 75%. Значит, все системы отопления по нашим насосным станциям, что по воде, что по водоотведению, полностью подготовлены. То есть мы уже сегодня можем их запустить. Но в целях экономии средств, ну и вообще, мы обычно наши насосные станции запускаем тепло где-то в конце сентября. Значит, надо тут сказать, что у нас многие насосные станции автоматизированы. Там нет людей, присутствие персонала там нет необходимости. В общем, по сетям канализования ведутся сегодня работы по промывке внутриквартальных сетей. И до холодов мы тоже должны все успеть. Ну, все идет по плану у нас. Мы сегодня строим 5-й водоузел. План запуска — это сентябрь 2023 года. Значит, в этом году полностью оборудование установлено. Мы запускаем тепло. В этот водоузел запускаем лабораторный корпус. Ну, а все остальные работы мы завершим к сентябрю 2023 года. Эта работа делается для того, чтобы мы могли иметь возможность снабжать водой южную часть города. Как мы знаем, сегодня активно строится квартал Звездный. И вот на этот квартал Звездный мы должны подать воду с этого 5-го водоузла. Значит, по канализационному коллектору номер 3 срок завершения май 2023 года. Значит, но первый участок, который мы начали в конце ноября, в декабре прошлого года, значит, мы должны запустить
к 25 сентября значит, улица Чернышевского будет заасфальтирована. Сегодня идет завоз инертных материалов. Буквально в эти дни начнется утрамбовка. Ну и я так полагаю, со следующей недели начнется асфальтирование. Это вот до кольца. Сегодня ведутся работы по укладке конечной части канализационного коллектора до кольца. Там осталось несколько метров. К 25 сентября, который мы утвердили месяц назад, должны успеть. Значит, вторая часть от кольца до автодорожного, улицы Автодорожного, мы предполагаем начать к ноябрю этого года. Ну и как по плану завершить, значит, в мае 2023 года. Вот в работу вот этого канализационного коллектора также даст возможность канализовать южную часть города. Значит, первый этап мы буквально в середине сентября запустим. Значит, подключим улицу Строда. Также в этом году мы планируем подключить 2 дома, строящихся дома по улице Чернышевского. Высотные дома, у них степень готовности высокая. Также мы работаем в других муниципальных образованиях. Значит, в этом году 27 июня мы получили разрешение на запуск канализационной очистной станции Жатай. КОС Жатай сегодня работает. Значит, в июле побывала делегация Министерства охраны природы Республики Саха-Якутия во главе министра, и они остались очень довольны. Сегодня канализационная очистная станция уже выходит на проектную мощность. Значит, механическая очистка работает, биологическая очистка работает, ну и мы намерены в сентябре запустить уже химическую очистку, то есть полная очистка стоков. В этом году мы должны завершить строительство канализационной очистной станции в Верхневилюйске и строительство магистральных сетей водоснабжения. Всего 19 километров. Работы тоже идут к завершению, и мы намерены в октябре запустить, значит, магистральные сети водоснабжения и до конца года запустить канализационную очистную станцию в селе Верхневилюйск. С этого года мы также начали работу в селе Сунтары по водоочистной станции. Значит, срок ввода этой станции декабрь 2022 года. Значит, там есть ряд, конечно, сложностей есть, но мы постараемся их решать. Значит, помимо этого, значит, ведется строительство сетей в Верхнем Бестяхе водовода, чтобы обеспечить Верхний Бестях водой. Значит, ведутся проектные работы в селе Намсы Намского района по водоснабжению. И начинаются работы по проектированию системы водоснабжения в Нижнем Бестяхе. Значит, эти работы стоят у нас в плане 23, 24, 25 года. Ну, по степени готовности проекта мы будем заявляться в федеральный бюджет. Как вы знаете, республика подписала соглашение с городом Кировское. Значит, ну, соответственно, и наши специалисты ездили
ездили для того, чтобы помочь в восстановлении водоснабжения и водоотведения города Кировской. На сегодня, значит, дефектовочные ведомости сделаны, расчеты, сметы делаются, ну и, конечно, какие материалы будут необходимы. Что касается цифровизации, с этого года, цифровизация она у нас всегда была. Как я уже говорил, многие насосные станции у нас переведены на автоматический режим. Значит, мы продолжаем эту работу. Значит, мы в свете этого подписали соглашение с ПАО МТС. В апреле этого года, значит, с апреля этого года идет апробация умных датчиков положения канализационных люков, позволяющих дистанционно отслеживать их состояние. Вот. По итогам, значит, этой апробации мы максимально переведем все наши канализационные люки на такую дистанционную систему отслеживания. У нас полностью автоматизирована работа инспекторов управления сбытом, занимающихся приборами учета. Отслеживание геоданных позволяет лучше координировать работу и направлять инспекторов на ближайшие адреса. И до конца года планируем запустить автоматизированную систему телефонного обслуживания абонентов. Она будет работать круглосуточно, без перерывов и выходных. Значит, некоторые наши услуги переведены в госуслуги. То есть через госуслуги можно их оплачивать, можно просматривать свой приход и расход. По госуслугам также можно подать заявление на техприсоединение. Мы эту работу также будем продолжать. По бытовой деятельности, несмотря на все сложности, которые испытывали в ковидные годы и так далее, значит, бытовая деятельность у нас идет в плановом режиме. Значит, в сентябре заработает объединенный платежный документ. Мы, водоканал, одним из первых включились в эту работу по реализации этого проекта. Объединенный платежный документ позволит потребителям получать в одном платежном документе всю информацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги и производить оплату в один клик за все услуги разом. Как мы знаем, сегодня достаточно неудобно оплачивать газ в одном месте, электроэнергию во втором, ввод за воду в третьем, за лифт в четвертом и так далее, так далее. То есть, как минимум, люди оплачивают в 5-6 местах разные услуги. Мы также ведем активную работу с должниками. Эффективность в этом вопросе показала ограничение наших услуг водоотведения в многоквартирных домах и водоснабжения в частном секторе. Активно занимаемся общественной жизнью. Значит, традиционно мы в этом году провели 3-й раз ледовый забег Кубок водоканала. И в этом году, как никогда, много участников было. Значит, это агитация здорового образа жизни. Значит, в этом году мы провели Кубок водоканала на Зеленый Луг, 203-й микрорайон. И, конечно же, участников очень много было. В следующем году уже будем там где-то под 300 человек рассчитывать. В этом году мы обеспечили водой Республиканский национальный ИС-Холонко в селе Верхний Грюз. Там были установлены водоколонки. И
во многих местах вот, торговли и так далее были проведены, значит, водоводы, что было очень удобно. Значит, планируем также в следующем году участвовать в водоснабжении Сыхалонко в селе Томтор Аймыконской области. Для этого съездили наши специалисты, посмотрели местность проведения вот этого национального праздника. И на сегодня составляется расчет по затратам, которые там необходимо понести. Обустроили каток на площади Ленина традиционно. Значит, оказываем поддержку Дому-музею «Якутская ссылка». Значит, мы своими силами весной убираем снег, чистим от мусора территории, ну, помогаем работникам вот этого музея традиционно. В день реки Лена 2 июля значит, убрали от мусора береговую зону вблизи нашего водозабора. В этом году также присоединились к марафону зеленых дел, всероссийской акции, которая прошла 5 июня. Более 100 водоканальцев провели уборку береговой территории совместно со специалистами Сахаэнерго и Якутской ТЭЦ, прилегающих к 202 микрорайону. Мы участвуем также в проекте аэрации озера Сайсары. Озеро Сайсары является для якутян одним из символических мест, поэтому сохранение озера Сайсары, конечно же, так же, как и многих горожан, многих якутян, беспокоит и в том числе и водоканал. В этом году также провели сбор средств для помощи пострадавшим от паводков в Якутии. И силами водоканальцев собрали 136 тысяч, отправили в Верхоянский ВУЗ. Ну и помимо этого, конечно же, от предприятия мы отправили 100 тысяч, или 150 тысяч, где-то так. Также мы участвуем в подготовке к отопительному сезону по школам. Мы традиционно помогаем, стараемся, чем возможно, помочь нашей подшефной школе. Это 15-я школа, 21-я школа, 33-я, 10-я, 35-я. Но обращаются, мы стараемся помочь. Также, чтобы обеспечить наших работников свежими овощами местного производства, мы договорились с управлением сельского хозяйства Мамского УГУСа. Сегодня собираем заявки желающих, кто может поехать на сбор картошки. Договорились с управлением сельского хозяйства возобновить то хорошее, которое было. И в этом году мы также планируем выехать из расчета, что 10 мешков собрал наш работник, 11 для себя собирает. Такая же система будет по сбору моркови, и капусты. Мы для своих первоклашек совместно с Конспрофом организовали 58 наборов. Ну и также несколько наборов передали в общественную организацию «Город добра» для вручения многодетным и малообеспеченным семьям в рамках «Твори добро». В ближайшее время, 16 сентября, мы планируем провести акцию «Урожай добра», чтобы мы могли свой урожай продать, скажем так, друг другу, и собранные деньги полностью перечислить нуждающимся детям. Это у нас ежегодная акция. В прошлом году мы собрали около 200 тысяч и разделили между 2 детьми. Пользуясь случаем,
Приглашаю вас посетить нашу ярмарку «Урожай добра». Она очень у нас идет в таком активная, колоритная, все в национальных одеждах. Ну и сами блюда и так далее, конкурсы там проводятся очень интересные.